отличается якутский хомус от других? Есть же вот у кыргызов, казахов свои вот. Да, у американцев, у французов, и китайцев. У всех есть. Странам же распространены вот инструменты, только под разными названиями они используются. Да, у них традиционный хомус тоже. Мокури, например, есть хомус из дерева сделанный. Я хочу делать дерево тоже. У якутов, у Черешевского есть, который хомус сделан из дерева. Ну, пока я материал ищу, пока попробовал делать, она играет, но пока публику не делаю этот хомус. Но сейчас пока ищу этот материал, хороший деревянный хомус. Пытался делать, но извините, но пока достаточно его не знаю. И каждой национальности есть свой мотив игры на хомусе. Поэтому у них, у всех, они такие американские, такие маленькие хомусы. У тувинцев очень хорошо играют тоже на хомусе. У них вообще маленький хомус. И у них мелодия тоже по-своему. Поэтому, а сейчас что-то слишком все стали на якутский хомус похоже делать, потому что она долгоиграющая и удобно играть. И что-то сейчас начали даже говорить, что русский варган, там не различишь, что якутский хомус, что русский. Раньше никто не знал, что было русский варган у нас. А сейчас появился такой. Слишком мы, наверное, раскидали свои секреты, просто якутский хомус. Сейчас не знаю, что дальше будет. Ну, у нас мастеров много делает, но мы же делаем почти только на республике. За границей делать его, чтобы оптом его брали, опять будут делать по оптовой цене, и никакой гарантии нету, что они будут делать точно такой же хомус. Там завод откроют, будут делать такой же хомус. Поэтому лучше не распространять. Ну, по-моему, не надо так слишком распространять. Надо свою культуру держать по себе. И чтобы это, как говорится, нам как бы большая, огромная крыша нужна, чтобы тоже помогать мастерам. И чтобы, как называется-то, патент на якутский хомус.